Начинаем, потому что наша панель, третья панель сегодня будет немножко короткой по времени, поэтому мы постараемся быть такими быстрыми, как только возможно. Меня зовут Николай Прокофьев, и сейчас все участники представятся и скажут, в какой сфере лежит их экспертиза, и, может быть, расскажут о какой-то истории, которая поддерживающая историю в предмете, в котором они хороши. Да, я хотела начать. Так, как сказано о поддержке для белорусского бизнеса здесь, в Польше, Кася начнет. Вторая часть будет о польских программах, которые могут быть полезными для белорусов здесь, в Польше. А следующий будет о европейских идеях, о том, как поддерживать белорусов за рубежом. И все это будет закончено в Великобритании, представителем от Великобритании, какие возможности есть для белорусов в отношении Великобритании. Итак, Кася, вы будете первой, вы действительно будете совершенно. Кася, вы начинаете. Спасибо большое. Спасибо, Николай, за организацию этой панели и за то, что вы собрали таких замечательных участников на эту панель. Я директор Центра международного сотрудничества в Варшавской школе экономики, но сегодня я скорее выступаю как одним из участников координационной панели, которая проводит анализ релокации белорусских компаний в Польшу, Украину, Латвию и Литву. И мы подготовили, наша команда из разных стран, мы подготовили такой отчет, который был заказан Евросоюзом, представителем Евросоюза в Минске. И мы также надеемся, что наш глубинный анализ поможет проанализировать и ответить на вопрос, то, что нужно релоцирующимся компаниям, какие механизмы уже существуют в странах, куда они релоцируются, включая Польшу. В частности, я была ответственна за написание части о Польше. И, конечно, мы сформулировали некоторые рекомендации, которые можно принять во внимание для того, чтобы улучшить в будущем программы. Наверное, я кратко расскажу вам о том, что мы сделали, что мы проанализировали, и то, что, в общем-то, наши выводы. В отношении количества людей, масштаба релокации, да, Польша – первое направление, куда белорусские компании направляются на релокацию из всех близлежащих стран. Мы собрали данные, и согласно им у нас более 3200 белорусских компаний релоцированных в Польшу. И когда мы говорим это число, это не только компании, которые переехали, но и те, которые основали белорусы в Польше. Интересно то, что за последние 6 месяцев 628 компаний, новых компаний, были созданы в Польше белорусами. Это были именно. И мы рассчитали, что около 1000 компаний были релоцированы в Польшу, начиная с этих выборов августа 2020. Когда мы думаем об этом количестве, на самом деле, конечно, и мы говорим о том, что в Польше это число гораздо выше, чем в других странах. Конечно, мы понимаем, вы понимаете, что точное число вычислить невозможно.
Но в случае Польши мы говорим о примерно 1000 компаний, которые были созданы в Польше после августа 2020 года. Мы не считаем количество людей, предпринимателей, которые приехали в Польшу на гуманитарных визах. Мы обсудили это с белорусскими бизнесменами, которые сюда приехали, в Польшу, кого я имела удовольствие встретиться с ними, и большинство из них приехали на гуманитарных визах, которые были выданы их польскими консульствами в Беларуси. Но и в Украине, в некоторых других странах, где люди подавались за этой визой. И вот интересно, что когда мы думаем о релокации, когда мы думаем об их нуждах, которые выражают релоцируемые компании, мы обычно думаем о компаниях и людях, у которых было время релоцироваться, которые смогли, возможно, какие-то активы вывести какие-то деньги. Но на самом деле большое количество людей, которые были преследуемы в Беларуси и у которых было реально 24 часа на то, чтобы покинуть страну, куда-то уехать. И таких случаев на самом деле очень много. Когда мы думаем об этом, когда мы думаем о том, как поддержать бизнесменов, которые релоцировались в Беларусь, мы должны включать это вот таких бизнес-беженцев в том числе, потому что у них бизнесы в Беларуси, и они хотели бы вновь начать работу как бизнесмены в Беларуси, в Польше. Мы, конечно, очень часто мы об этом забываем, когда мы считаем число людей, которые официально зарегистрированы здесь, в Польше, как предприниматели и в других странах, но я бы хотела все-таки подчеркнуть, что это очень важно. Да, такие бизнесмены, они тоже требуют поддержки и тоже могли бы получить от программ какую-то пользу. Это о, собственно говоря, масштабе. А затем мы начали анализировать потребности компаний, предпринимателей, бизнесменов, которые обосновались в Польше либо в других странах. И сегодня на панелях, на дискуссиях вы также могли прослушать разные мнения и разные ожидания, разные нужды. В том числе вопросы были подняты и организациями, и людьми. И мы знаем, что есть разные виды требований. Конечно, некоторые административные, бюрократические отличия, в которых людям нужна помощь. Не то чтобы люди жалуются, но, во всяком случае, процедуры достаточно сложные, в которым добавляются языковой барьер. А также я считаю, что очень важно, когда мы смотрим на бюрократические какие-то сложности, ограничения, разные процедуры, они можно сказать, что они широко распределены в разных бюро, в разных организациях. И таким образом у нас нету такого, сложно в каждой стране придумать такую идею, как одно окно, то есть реализовать ее. То есть, конечно, нам бы хотелось, чтобы белорусский бизнесмен, ему было бы легче, если бы была такая помощь, одно окно. То есть, что если бы кто-то мог провести полностью по всем процедурам, как открыть банковский счет, как обеспечить себя финансовой какой-то поддержкой. Да, это действительно такие слабости. Да, действительно, нету такого одного окошка, нету такой одной остановки. Конечно, финансовая поддержка, финансовая поддержка бывает двух типов, и есть разные подходы. Есть немедленная поддержка, например, если у тебя 24 часа на то, чтобы покинуть страну, обычно ты приезжаешь без ничего, и поэтому первая поддержка, конечно, это просто чтобы выжить. Во время этих первые дни, первые недели. И затем для того, чтобы продолжить бизнес, для того, чтобы основать бизнес, опять-таки нужен либо кредит, либо займ. И это было такой проблемой, которую указывали многие. То есть, когда ты приезжаешь из другой страны, у тебя нет кредитной истории, и тебе нужна гарантия, то, что ты вернешь.
кредит. В Польше есть очень много опыта в этом вопросе, то есть есть экспортный кредит, есть корпорации, которые прямо этим занимаются, то есть такое решение можно выработать. Люди могут применять какие-то коммерческие займы. То есть не обязательно, чтобы это был только грант, например. То есть это такой немножко административный вопрос. Возможно, какая-то страховая компания могла бы за это взяться для того, чтобы создать такую какую-то линию постоянной поддержки и такую структуру. И, конечно, есть такая мягкая помощь, назовем ее так, которую в основном предоставляют НКО, ассоциации белорусов здесь, в Польше, и в других странах. Это помощь в том числе с языком, с переводом, с помощью с нахождением школы, детского сада для деток. Это очень важная часть для людей, которые сюда приезжают. Это не только, мы говорим не только о бизнесе, это еще о жизни. Все, что помогает тебе обосноваться, как найти квартиру, как открыть банковский счет. То есть это очень важно. Это важный аспект. И эти нужды тоже были указаны людьми как важные во время нашего исследования. Да. И следующая часть была в том, чтобы найти какие-то организации, механизмы, которые существуют уже в Польше, и которые можно применять. Я бы не хотела все их упоминать, потому что во время всего сегодня, во время дискуссии, конечно же, вы выслушали людей из министерства и из Польского агентства по инвестициям и торговле. Вам расскажет Моника Гжеляк, которая с нами на панели. Она тоже расскажет немножко больше о мерах поддержки, которые есть. Но я бы добавила один взгляд, одну такую перспективу, которая не была сегодня упомянута. То есть вглубь как-то ее не изучили, но это такой региональный вопрос, что очень много поддерживающих мер от компаний для иностранных компаний, для иностранных бизнесменов, которые хотят начать бизнес в Польше. Они осуществляются на региональном уровне, то есть их обеспечивает город проживания, либо какие-то отделения, которые находятся под управлением Польского агентства инвестиций и торговли. И на предыдущей панели вы вице-президент ЦПП, Польской ассоциации предпринимателей и нанимателей, он упомянул, что они создали партнерство с городом Лодзь, и они действительно в Лоде создали именно такое бюро с одним окном, которое помогает людям, предпринимателям. Но во Вроцлаве, например, тоже много предпринимателей, много бизнесменов из Беларуси, которые хотели бы начать бизнес. И президент Вроцлава назначил специальное уполномоченное лицо, даму, для белорусов, для белорусских компаний, которые релоцируются. И, может быть, есть еще третий пример. Это программа, которую поддерживает тех, кто приезжает в Померанию. Тоже инвестиции, релокационные программы. И также они также поддерживают именно компании, которые релоцируются в Померанию. Поэтому это мое последнее замечание. И все программы, которые мы сделаем, которые мы будем проводить в жизни, вам нужно понимать, что есть такая региональная перспектива, потому что не все хотят жить в Варшаве. Добрый вечер, меня зовут Моника Гжеляк, я работаю в Польском агентстве по торговле и инвестициям, представляю Центр стратегических инвестиций. Мы правительственная организация, нас поддерживает Министерство
развития и технологий. Мы являемся частью большой группы организаций, то есть фонда по развитию, Польский фонд по развитию. Наша роль состоит в том, чтобы предоставлять консультативные услуги иностранным компаниям, которые хотели бы развивать свою деятельность в Польше. Говоря про поддержку, которую мы предлагаем белорусским компаниям, это та же самая поддержка и помощь, которую предоставляем другим компаниям из других стран со всего мира. Прежде всего, это консалтинг, то есть мы предоставляем информацию, помогаем, где лучше открыть компанию в Польше. До того, как началась вот эта сложная политическая ситуация в Беларуси, нашим основным клиентам в рамках проекта, который мы реализовали, это были прежде всего США, азиатские страны, Япония, Корея, европейские страны, Германия и другие государства европейские. Теперь уже в течение более года номер один инвестором является Беларусь по количеству проектов. Коллеги, которые участвовали в предыдущей сессии, упомянули, что мы теперь работаем с 40 компаниями из Беларуси примерно, разных размеров, микропредприятия, малое предприятие, среднее предприятие и крупное предприятие. Вид услуг, которые мы предлагаем, это достаточно широкий круг услуг. Это зависит от того, каковы потребности, нужды наших конкретных клиентов. В рамках программы Poland Business Harbor прежде всего поддержка по получению виз, а также другого рода услуги по расположению бизнеса в Польше. Как сказала Кася, Варшава — это не всегда самый первый выбор наших клиентов. И в секторе IT, например, а большинство наших клиентов представляют отрасль IT, могут инвестировать также во Вроцлаве, о чем упоминала уже Кася, в Гданьске, в Лоди, в городе Катовице. Можно развивать свой бизнес, то есть по всей стране. Можно заниматься предпринимательской деятельностью, и мы можем вам помочь найти соответствующие населенные пункты для своей деятельности. Мы помогаем в ходе всего процесса, начиная с первой стадии. Мы слушаем, что важно, и говорим о том, что важно для того, чтобы открыть компанию. Напрямую можем связаться с кем-то в нашей стране или за рубежом. Хотите ли вы предложить свои услуги университетам, предположим, если у вас определенные компетенции. То есть мы сформировали целый ряд критериев, проверяем ваши компетенции и интересы и ищем местонахождение компании. Например, это могут быть компании, которые занимаются вопросами человеческих ресурсов. Смотрим, какие у нас имеются возможности по привлечению человеческих ресурсов, пул талантов. Важно также общение с людьми, когда вы рассматриваете инвестиции. Говоря про господдержку, хочу перечислить ряд проектов. Мы, будучи польским агентством по торговле и инвестициям, помогаем планировать инвестиции в Польше. Если это новая инвестиция, которая связана с тем, что вы хотите трудоустроить сотрудников, это могут быть сотрудники из Беларуси, и вы планируете какие-то капиталовложения для создания бизнеса,
есть такая возможность Polish Cash Grant, то есть гранты польского правительства. И мы, будучи польским агентством по торговле и инвестициями, управляем, администрируем этой программой. И вы к нам обращаете, мы проводим предварительную оценку проекта. Затем передаем информацию в Министерство развития и технологий. Министерство принимает решение насчет выделения средств, предоставления гранта. Неважно, в какой отрасли вы работаете, но это зависит от вида инвестиций. Например, во-первых, это производство. И, во-вторых, инвестиции в секторе бизнес-услуг. Например, наши клиенты из сектора IT могут обращаться также по критерию предоставления услуг в рамках этой программы. Не хочу говорить конкретно про критерии, сколько рабочих мест надо создать, как проходит оценка программы. С удовольствием поделюсь подробностями позже. Если будет такая заинтересованность с вашей стороны, свяжитесь со мной, пожалуйста. Тем не менее, хочу подчеркнуть, что имеется возможность получения финансирования. Многие компании пользуются этой возможностью. Очередная возможность – это можно получить возможность не оплачивать корпоративный налог в течение какого-то срока. Ранее это было возможно только в некоторых областях Польши. Теперь это уже доступно всюду, независимо от того, где вы инвестируете, где занимаетесь предпринимательской деятельностью. Но надо, конечно же, выполнить определенные критерии. То есть предлагаем также такого рода услуги. И это связано, в частности, с освобождением от уплаты налога в области R&D, разработок и развития. То есть мы поддерживаем определенные виды деятельности. Если это исследования и разработки, то есть гораздо больше возможностей. В частности, можно воспользоваться налоговыми льготами и освобождением от налога. Можно получать также возможность, чтобы отчислять все расходы по исследованиям и разработкам. Это очень интересный инструмент, особенно им могут пользоваться компании, которые занимаются услугами IT. Есть еще IP Box, такая возможность, когда вы пользуетесь соответствующими ставками налогообложения, также в области R&D. То есть это целый ряд инструментов, которые предлагает Польское агентство по торговле и инвестициям. Поскольку наша роль состоит в том, что мы предоставляем информацию, консалтинговые услуги, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы, если они появятся и будут касаться этих программ. Добрый вечер. Я Good evening. I spent several years in Uzbekistan, Kazakhstan. I speak some Russian. I spent a year in Minsk, so I am quite fluent in Russian. Unfortunately, I don't speak Belarusian yet. And I will switch to English. Меня зовут Лука Карапелли. Я достаточно новый представитель делегации ЕС в Беларуси. В сентябре 2020 года я присоединился к проектам делегации ЕС в Беларуси. Ну что ж,
Я вовремя выбрал этот момент. Я до этого работал в Центральной Азии, где занимался целым рядом вопросов. И когда меня направили в Беларусь, когда я уже занялся Беларусью, я занимался тем, что касалось экономического роста, программ экономического развития. Из Минска в Варшаву я приехал 2 дня тому назад. Ну что ж, интересное путешествие. Не было больших проблем на границе. Ну что ж, это был любопытный опыт, и я через несколько дней возвращаюсь в Минск. Это была краткая информация на тему моей роли, того, чем я занимаюсь. Как говорил посол Дирк Шубель во время предыдущей сессии, я хочу подчеркнуть, и, может быть, это вас заинтересует, что сотрудничество в области экономической поддержки в частном секторе продолжается в Беларуси. Это связано исключительно, подчеркну, исключительно касается поддержки частного сектора. Поэтому все проекты, в которых входили представители правительства, Министерства экономики, где было государственное участие, там мы приостановили поддержку и проекты. То есть проекты, которые направлены на экономическую поддержку, некоторые из них были перенаправлены в качестве исключительно поддержки для частного сектора. Знаю, что сегодня мы обсуждаем поддержку белорусского бизнеса за рубежом, но хочу подчеркнуть, у нас 4 крупных программы, достаточно хорошо финансируемых. Это поддержка частного сектора. Есть программа EBRD Всемирного банка и международной системы международного сотрудничества. 3 крупных донора. Я говорила о том, что происходит в Беларуси, какую поддержку мы предоставляем. Имеется эффект домино, можно сказать. Это положительно сказывается на компаниях, которые прошли релоцирование, и у них есть еще связи в Беларуси или филиалы в Беларуси. Хочу подчеркнуть, что вы можете воспользоваться проектами, которые воплощаются в жизни в стране. Есть также услуги консалтингового типа, чтобы можно было развивать бизнес. Если вы задумались над тем, чтобы развивать компанию, и у вас есть связи в Беларуси, свяжитесь со мной, и я могу вас перенаправить к EBRD и к менеджерам проектов, чтобы они могли вам помочь, чтобы вы получили прямую поддержку в Беларуси. Европейский банк реконструкции и развития ЕБРР может вам оказать поддержку. Всемирный банк и ЕБРР развивают целый ряд проектов. Это разные масштабы, конечно, и то, каким образом они осуществляют, реализуют эти проекты, это выглядит по-разному, но цель у них одна, чтобы помогать филиалам Беларуси или компаниям Беларуси, чтобы у них был потенциал, чтобы они могли выстоять этот кризис. Хочу еще раз подчеркнуть, что анализ, глубокий анализ бизнеса белорусского за рубежом, Европейский Союз в частности, и я лично занимаемся этим анализом. Это была великолепная инициатива, это помогло ЕС и делегации ЕС понять, каково состояние компаний, которые выехали за рубеж. И я уже 2 дня в Польше нахожусь, и вижу, что Польша — это та страна, в которую переехали
переехало большинство компаний, которые покинули соседние страны, в частности Беларусь. Это касается того, что они также переехали в Польшу, Украину, Литву и в другие страны. Это великолепное усилие по поддержке белорусского бизнеса, и мы теперь прекрасно понимаем с точки зрения того, какие у нас имеются данные по тому, как переезжают, переселяются компании. Благодаря отчету у меня появилась возможность ознакомиться с ситуацией более подробно. Я воспользовалась возможностью приехать в Варшаву и воспользоваться возможностью выслушать точку зрения бизнеса. Я вижу, что это массовое явление, то, что компании переезжают в Польшу. Я под впечатлением того, как польское правительство помогает белорусскому бизнесу, используя разные программы. Сегодня утром мы услышали, что ЕС также реализует целый ряд инициатив. Имеется программа, которая обсуждалась и скоро будет утверждена Советом после дискуссии со странами-членами ЕС. Не буду вдаваться в подробности по деталям процедуры. В конце года, тем не менее, у нас должна быть утвержденная программа с определенными ресурсами. Подразделено это будет на целый ряд сегментов или компонентов. И это будет очередной инструмент поддержки ассоциациям бизнеса, компаниям, которые находятся за рубежом. То есть сотрудничество ЕС с Беларусью очень сильно поменялось. Об этом мы говорили сегодня утром. Тем не менее, пытаемся что-то делать на территории Беларуси, поддерживаем исключительно частный сектор в рамках экономической поддержки и поддерживаем белорусские компании за рубежом. Так выглядит ситуация с учетом проектов, которые финансируются ЕС и частного сектора Беларуси. Я лично представляю как раз проекты делегации ЕС по реализации такого рода экономических проектов. И хочу подчеркнуть, что для меня это великолепная возможность, может быть, в будущем я смогу более подробно обсудить эти проекты. Может быть, это вас больше заинтересует. Тем не менее, я воспользовался возможностью выслушать вас, чтобы узнать, кого мы поддерживаем. И очевидно, и лично хочу поделиться таким размышлением, что у нас очень динамичное бизнес-сообщество в Беларуси, на территории страны и за рубежом. Люди владеют разными языками. Это сообщество готово к тому, чтобы заниматься бизнесом на территории ЕС. И, конечно же, я отдаю себе отчет в том, что даже если эти компании находятся в Польше, в Литве, за рубежом, они вносят свою лепту в развитие экономики этих стран, но также экономики Беларуси. Я считаю, что это очень важный элемент. И бизнес-диаспора — это диаспора, которая сталкивается с огромными вызовами, но это прекрасная возможность связи между Беларусью и ЕС. Я просто хочу добавить, что программа, которая будет поддерживать белорусский бизнес за рубежом, это нечто совершенно уникальное, и, к сожалению, для нас, бизнесменов, которые находятся здесь, старт такой программы займет достаточно много времени, но на самом деле хорошо, что это будущее. Да, вы знаете, за 2 недели ничего нельзя сделать. Я думаю, что в начале следующего года у нас будет всего гораздо больше, и все будет гораздо более ясно, и условия, и все остальное. Поэтому очень рад вас всех увидеть. И да, замечательно. У нас есть еще 2-3 дня и много возможностей. Я встану для этого.
Поскольку я профессор, то я, конечно же, привык к визуальной поддержке. Итак, посмотрите, пожалуйста, я в прошлом... Я одним из учредителей и глава англо-белорусского общества Великобритании. Но я не говорю от имени этой ассоциации, либо от какой-либо другой организации, которую я представляю. Я просто говорю сейчас как активист, который сделал очень много проектов в Украине, поддержал много компаний и стартапов в Украине, в том числе как один из организаторов акселераторов. Николай распространил эту информацию, и я просто хочу дать вам немножко таких основных идей и, возможно, каких-то идей о том, как замечательно, что и у Польши, и у Великобритании на самом деле тоже очень сильные исторические связи. И это очень важно. Возможно, да, мы сейчас, как вы знаете, немножко в такой политической ситуации тоже странной, потому что Великобритания не в Евросоюзе, но это небольшие новости для вас. Но то, что делает Евросоюз, вот мой хороший друг здесь, что он делает, это все, что они делают, это все не включает то, что делаем мы. Потому что то, что Британия не в Евросоюзе, не значит, что мы ничего не делаем. На самом деле и Польша в Евросоюзе, и Великобритания у нас у всех абсолютно хорошие, и мы думаем в одинаковом направлении. Итак, наше Министерство иностранных дел тоже работает очень и следит за вашей ситуацией. И отношения Польша-Британия очень сильные. Точно так же, как и как и с Украиной. Я вот был, например, в июле на Украине и видел, как британская армия маршировала на Крещатике. Посмотрите, я в 90-х годов я занимаюсь, собственно говоря, вот этим. И если мы будем говорить, что когда 20 лет назад я говорила, что в 90-х годах я говорил, боже мой, я надеюсь, что Беларусь не будет жить под диктатурой. Но получилось, как получилось. Итак, оставим эти воспоминания. Я всего лишь хочу напомнить вам о силе белорусской диаспоры и потенциальных контактах. То есть, когда белорусы думают, чтобы сделать что-то с Великобританией, посмотрите на эти лого, посмотрите на них все, посмотрите на их, и найдите их контакты в интернете, потому что иногда гораздо важнее, чтобы у вас было представление чье-то. И в Великобритании на самом деле польские люди приехали на самом деле в Польшу, в Великобританию много лет назад, и у многих из них уже очень хорошие связи. В Великобритании это значит, что это тоже возможность контакта. Белорусско-польские торговые связи очень сильные. То есть, посмотрите, я даже сейчас вам предоставлю вот такую информацию, что с 1946 года в Великобритании зарегистрирована Ассоциация белорусов Великобритании. Также англо-белорусское сообщество, то, которое возглавляю я, было основано в 1954 году. Мы храним живую белорусскую культуру в Великобритании. Дальше профессиональный союз белорусов в Британии. Посмотрите, вы можете связаться с юристами, с бизнесменами, инвесторами. Эти люди входят в этот союз. Кроме того, белорусское есть религиозное сообщество, это Белорусская церковь Святого Кирилла в Лондоне. И там же Скориновская библиотека Скорины, которую много белорусов посещают. И, наконец, в последнее время, то есть, посмотрите, это то, чему уже по полвека. Но в прошлом году у нас создалась активистская группа «Надея».
Вдруг неожиданно выяснилось, что в Англии живут сотни белорусских активистов. И то есть за последние мы-то думали, что за последние годы мы думали, белорусов так мало в Великобритании. Да, но оказалось, что все немножко по-другому. Ну, конечно, это все невозможно сравнить с польскими размерами, но где речь идет о сотнях тысяч людей, но тем не менее. Посмотрите, в Польше, вы сейчас здесь, в Польше, в этой стране, в Британии, это вторая самая большая национальность после индийцев. Поскольку мы содружество, то очень много индийцев этнических, они британцы. Поэтому посмотрите, а поляки вторые. То есть я очень давно, для меня это тоже очень такая интересная история, потому что я родился в месте, в котором в моем детстве было очень много польских солдат. Ну и что же насчет белорусов? На самом деле в Великобритании очень много людей, которые помогали Беларуси. Мы будем продолжать это делать. Мы встречаем белорусские семьи, детей. То есть глубина поддержки и хорошего отношения в отношении белорусов в Великобритании, вы знаете, на самом деле гораздо больше, чем вы можете себе представить. То есть это очень сильная комбинация. Кроме того, у нас есть народное посольство белорусов в Великобритании и народное посольство в Шотландии. И на самом деле это большой такой командная работа. То есть все здесь, я могу вам дать всех этих людей, но тем не менее, однажды, раз в неделю мы встречаемся все, мы все друг друга знаем, мы делимся реакциями, мы обсуждаем что-то, мы думаем над тем, как что-то изменить. То есть на самом деле британские и белорусы очень объединены, работают вместе. Поэтому любого из нас рекомендует вас другим. Итак, посмотрите. Итак, сейчас я дам вам важные самые моменты. Итак, британский совет. Обратите внимание, вот есть такие важные, самые важные слова, которые вы должны следовать. Я дам вам такую путеводную ниточку. Да, то есть если мы говорим об образовательных программах, то, конечно, это британский совет, особенно вот если вы посмотрите на Украину. То есть, собственно говоря, 7 стран из бывшего Советского Союза. Это тоже можно рассматривать как очень хорошую бизнес, такую структуру. То есть дальше. Правительство Великобритании. Правительство Великобритании было очень активным в своей поддержке белорусского гражданского общества и независимых СМИ. И мы действительно даем очень много денег в Белсат, например. И то есть очень много из этих средств, они идут через британское правительство. И в том числе они как бы идут и в том числе и через польское министерство иностранных дел. Наконец, есть британско-польское торговый центр информации о торговле и бизнесе. Итак, посмотрите на Фейсбуке, вот посмотрите Creative Spark. Это программа для развития предприятий и сети контактов. Хотя эта компания была создана изначально для Великобритании, для Украины, но на самом деле она уже давным-давно не лимитирована только в Украине. Итак, когда компания смотрит на следующую стадию своего развития, когда им нужны контакты для финансирования, для развития, для продолжения, для расширения своей деятельности, я очень рекомендую эту программу. В том числе она очень хороша для стартапов. Если вы работаете с UK, то дверь для вас широко раскрыта. Что касается Украины, что касается британского правительства, я проверила в нашем посольстве сегодня, да, они вовлечены в программу. И
Мы работаем таким образом, мы можем сказать, что мы работаем с определенными инициативами Евросоюза. Николай, конечно же, должен убить меня, но мы работаем с тем, чтобы получить доступ к финансированию, к фонду, проектному фонду, который распределяется через британское посольство, и оно очень подходит для АПА. Итак, если мы говорим о британско-польских контактах, то посмотрите сюда, что британское посольство, что здесь, в Варшаве, есть огромная торговая миссия Британии, то есть это торгово-промышленная палата. И он был здесь сегодня, и он сказал о том, что сотни людей в британском посольстве на самом деле работают над экономическими вопросами. Я был здесь 15 лет назад. 15 лет назад я тоже был вовлечен в определенный проект с белорусами, здесь через Польшу. И я часто был в Польше, но после 2005 года, как бы мне кажется, что сейчас это тоже набирает обороты. Итак, посмотрите, пожалуйста, еще раз на британско-польскую торгово-промышленную палату. Это прекрасный источник контактов. И если вы хотите понять, откуда начинать, то посмотрите внизу, я дал линк. И попробуйте начать там. То есть, пожалуйста, не бомбардируйте одного человека, например, который глава какого-то отделения, но посмотрите, здесь очень много людей, и это работает. То есть вы можете писать, и, собственно говоря, вот так 10 дней назад у меня не было ни одного имейла людей, которые работают в посольстве. А вот сегодня я вдруг увидел, что мне ответили, и ответило много людей. Поэтому это работает. Пожалуйста, пишите, и они отвечают, действительно отвечают. Вы можете сказать, что я не интересуюсь таким-то сектором, я хотела бы делать бизнес там-то, там-то. Укажите IT, укажите креативные индустрии. Почему нет? И вот, например, в Лондоне, как вы знаете, поляки повсюду. Кроме того, и есть еще один момент. Есть британцы, которых очень много, которые приезжают в Польшу. И они также, в общем-то, это тоже большой такой сектор, это тоже большая ниша. Итак, вот вам несколько контактов, и я вот здесь, смотрите, я вот здесь с британским флагом на галстуке. Да, Британия больше не в Евросоюзе, но мы по-прежнему Евросоюз и поддерживаем демократию, развитие в Беларуси. И, наконец, давайте будем делать бизнес вместе. Благодарю. Спасибо большое. Итак, уже 6 часов вечера. Но давайте возьмем пару вопросов все-таки. Давайте еще раз. Это должны быть очень короткие вопросы. Просто 2 слога. Вопросы с 2 слогов. Пожалуйста. Задавайте очень быстро. Желательно в 2 словах, не больше, чем 10 секунд на вопрос. Тогда мы что-то сможем сделать. Понимаете ли вы, что самое Do you важное история, understand которая that the most important story which is required by the Russian business right now, because the best are leaving the country, is the access to the cheap bank loans, because many of the business people are living empty-handed. So this story should be very clear, transparent, so that it was in accordance with the legislation of Poland, Lithuania, and Ukraine, because mostly business people are going to those countries. Итак, кто-нибудь готов ответить? Вы Все еще слушается, да. Я забыла рассказать вам о фондовой бирже Великобритании, потому что это на самом деле один из самых больших центров венчурного капитала.
И на самом деле даже малый бизнес может, если у вас есть хорошая идея, то почему бы нет? Попробуйте связаться с людьми, попробуйте связаться с инвестиционным сообществом инвесторов, потому что, возможно, вам всего лишь нужны люди, которые купят 20-30% вашей компании. И вам всего лишь нужны там десятки тысяч евро, и почему бы нет? И тогда вам нужны правильные представления, конечно, вам нужны правильные знакомства. Возможно, вам нужно найти, конечно, какое-то белорусское сообщество в тех странах. Но, тем не менее, я когда-то, много-много лет назад, я все-таки взял кредит, когда я начинал свой бизнес, но я с тех пор сказал больше никогда, потому что даже в Британии банковский кредит – это нелегко. Поэтому, возможно, проще идти за уставным капиталом. Поэтому подумайте, посмотрите на это с другой стороны. Everybody okay? Maybe add something? Хотите что-нибудь добавить? Слышали ли вы перевод? Пожалуйста, переводчики, скажите что-нибудь по-русски, оно работает или нет? По-русски, в канал по-английски. Yes. Can you hear Do you us? hear something that, okay, good. Great. Now we're clear. Okay, then we're going to the next question. I'd like to ask you if there is an opportunity, a possibility to help the Belarusian business coaches, because it is actually help for business. And the second question is that we have some people who are working in Forex platforms, so would brokers and would banks which are not connected to the Kremlin, to Russia, to Moscow, so which banks are actually active in Poland? I think the last question wasn't for you to answer, but if you can... Наверное, последний вопрос не был адресован вам, но если хотите, можете ответить. Я не уверена, поняла ли я вопрос. Повторите, пожалуйста, еще первую часть вопроса. Первый вопрос. My first question is, we have business coaches. These are people who help. Business coaches help business people to decide what direction to take and whether it is advisable and what tasks are to be fulfilled. So this is the advisory role for business people to find the right way forward. So business coaches or business consultancy specialists, do you have them? Can they help to open businesses here? Наше агентство, мы помогаем компаниям, которые уже открыты. То есть это уже бизнес-компания, которая переезжает из Беларуси. И, например, сотрудников, коллег также берет с собой. Независимо от того, в какой отрасли вы работаете, мы вас поддержим. Надеюсь, что мы ответили на ваш вопрос. Я хотела бы добавить одно предложение. У нас много организаций, много ассоциаций. Многие из них работают на коммерческих основаниях и могут помочь открыть бизнес. Во время предыдущей сессии присутствовал вице-президент Союза предпринимателей и работодателей Польши. И он предлагал как раз услуги в области консалтинга, может быть, Национальная палата коммерческой деятельности, то есть наша палата может тоже вам оказать поддержку. Торгово-промышленная палата может помочь. Второй вопрос касался банков, которые имеют связи с Кремлем, да? Это касалось Форекса. Да.
Что бы вы могли посоветовать? У нас есть польские банки, например, PKO BP. Я думаю, что это хороший банк с хорошей репутацией, где мажоритарный пакет в руках государства. Или повторите вопрос тогда. I think that Я хотела бы знать, I would like to learn about the banks that cooperate with the International Stock Exchange and offer possibilities to develop on the Forex platform, and with what brokers they cooperate, and these brokers cannot be related in any way to the I would say Kremlin. that it's just too technical question. Это слишком Basically, it's more технический banks rather than вопрос. our, Это вопрос по secrecy, банкам. so, yeah, Поэтому давайте you will answer the question, ответим на so, очередные okay, вопросы. sure. Пожалуйста. Good evening, Katarzyna. You've mentioned figures about businesses that have been opened in Poland recently by Belarusian entrepreneurs. Let me say that the number would be much higher should we simplify the procedure of opening not only under business harbor for IT sector, but also for other sectors. We have a lot of entrepreneurs, business people, sole proprietors who would be happy to open their businesses here in Poland. And I'm in touch with entrepreneurs, business people, and they have a huge problem because currently you can become sole proprietor if you have the Polish card, or you have the work permit, or you have the residence permit. If you simplify the procedure for Belarusians, you will have more entrepreneurs from Belarus. Thank you. Я хочу прокомментировать. Я это упоминала. Мы понимаем, что есть сложности, есть препятствия. Консульство и министерство издало гораздо больше виз, на 1000 больше виз, чем те, кто пользуется бизнес-харбор. То есть есть 1000 белорусов, которые получили визы и не приехали в Польшу. То есть надо разработать дополнительные механизмы поддержки в Польше. Также визы ПБХ и ПП будут приезжать в Польшу. И я знаю, что надо сделать гораздо больше, чем это сделано. Не только Poland Business Harbor программа, которая предназначена для специалистов IT, стартапов, но есть также парикмахеры, которые хотели бы открыть свой салон. Есть мелкие предприниматели, которые заинтересованы поддержкой. Это, конечно, очень важно. И отчет, который был одобрен делегацией в Минске, мы изначально не концентрировались только на специалистах IT. Мы оценили ситуацию в Польше, Украине, Латвии, Литве. Мы сосредоточились на средних и малых предприятиях и как поддерживать малые и средние предприятия, сектор МСП. У нас есть определенные сложности с поиском того, как предоставлять самые доработанные услуги. У нас есть польское агентство по торговле и инвестициям, которое поддерживает крупных инвесторов, стартапы, МСП, как мы сегодня слышали. Но я когда-то познакомилась с девушкой, которая является парикмахершей, и она хотела быть индивидуальным предпринимателем. И не было никакой программы, которая бы ее поддержала, поскольку она приехала из Беларуси. Поэтому в наш отчет мы включили эту информацию и сфокусировали на этом внимание. То есть делегация и комиссия отдают себе отчет в том, что нужды предпринимателей гораздо шире.
3200 с чем-то не включает тех, кто приехал на гуманитарных визах, тогда это бы увеличилось бы на 1000 людей. И я хотел добавить, чтобы все прекрасно поняли, ассоциация белорусского бизнеса за рубежом тоже работает в этом направлении. Мы делаем все возможное, чтобы улучшить ситуацию наших предпринимателей, и вы будете частью этой ассоциации. И мы именно этим занимаемся, работаем в этом направлении. Мы поднимаем вот здесь вопросы, европейская делегация, представители европейских институтов, работаю над этим. Последний вопрос. Добрый день. Если можно, я хочу по-белорусски продолжить, потому что поляки прекрасно это понимают. I'd like to say, answering the question, how you can help to the Belarusian business abroad. I organized the initiative. Its name is National Business Club by Vladimir Romanovsky. And I gave some lectures about carrying out business activities in Poland. And I would like to tell you that for the Belarusians who have been in Poland for a long time, to get involved in the support of the Belarusians who recently moved to Poland. So ABBA is a great initiative. So we can work with that platform and have some seminars organized. And same with my business club by Roman Skirman. So you can organize lectures, inviting speakers who can actually share their experience about business in Poland. So for speakers, it wasn't a question, it was rather a statement. Так, это не был, скорее всего, вопрос, это был больше комментарий. То есть вы видите, что белорусы помогают друг другу, что это не просто бизнесмены, которые сидят сложа руки. Мы делаем все возможное, чтобы помочь друг другу. И я думаю, что это подводит итоги нашей сессии. Большое спасибо. Аплодисменты. Огромное спасибо за участие в конференции. Это, пожалуй, все, что касается нашего первого дня. А теперь будет неформальная часть, нетворкинг в баре, который находится рядом. Так что приглашаем вас на нетворкинг. Это мероприятие пройдет в баре.